Милена Хасанова окончила школу с золотой медалью. Сегодня девушка подает документы в Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций. Милена собирается связать свою жизнь с иностранными языками. Поддержать будущего студента приехали родители и маленькая сестренка. Я выбрала педагогический университет, потому что у нас педагогическая династия. У меня мама учитель, бабушка учитель, и поэтому я с детства видела, как они работают, и тоже захотела связать свою жизнь с этим направлением. Я участвовала несколько раз в вашей олимпиаде и посещала его, и мне очень понравилась атмосфера, сами студенты, которые помогали нам в организации. В приемной комиссии Акмуллинского университета оживленно с самого утра. Абитуриенты активно подают документы. По количеству поданных заявлений лидируют направления подготовки: дизайн, проектирование и разработка программных решений, лингвистика, биоэкология, генетика, обществознание и право. Я решила поступить в факультет башкирской филологии, потому что сама по себе я патриот, я очень люблю свой язык, башкирский язык, и в дальнейшем хочу изучать его. Еще недавно я приезжала на День открытых дверей. Мне тут очень сильно понравилось, меня очень тепло приняли, мне понравились педагоги и сама атмосфера вуза. Я хочу получить специальность педагог по физической культуре и спорту. Выбрал этот университет, потому что он самый популярный, по моему мнению, самый развитый. У меня младший братишка закончил колледж Акмуллинский. Ну вот, вместе с братишкой будем учиться. Для тех, кто сдает вступительные испытания в ВУЗе, в группе приемной комиссии Башгоспедуниверситета ВКонтакте опубликованы записи консультаций, расписание вступительных экзаменов, проводимых университетом. Хотелось бы напомнить о том, что прием документов у нас завершается 20 июля для тех, кто поступает на базе колледжа, и до 25 июля идет прием документов у тех, кто после школы поступает по 3 ЕГЭ. Также приглашаем наших будущих целевиков. Также сроки совпадают 20 июля и 25 июля, в зависимости от того, на базе чего поступает целевик. Рекомендуем воспользоваться порталом «Работа в России» и госуслугами, где очень легко подать заявление на целевое обучение. Если что-то не получается, мы, конечно, приглашаем к нам во второй учебный корпус. Наши консультанты с удовольствием вам помогут подать документы и оформить заявку на целевое обучение.